По-летнему жаркая погода, которая несколько дней радовала сибайцев, сегодня резко сменилась дождями. Как будто сама мать природа плачет накануне празднования Великого Дня Победы. Ведь сколько бы времени ни прошло с далекого 45-го года, этот праздник есть и остается самым дорогим и трогательным, мерилом мужества, величия, силы духа простых людей. 9 мая – одновременно радостный и грустный праздник. Наши солдаты отстояли мир на земле, но многие из них не вернулись домой, погибнув в боях за свободу нашей Родины. Прошло 72 года с того неповторимого весеннего дня, когда за героизм, за непокорство, за миллионы непрожитых жизней была дарована нам Великая Победа. Но эти годы не властны над народной памятью, и чувства всегда вперемешку. Это и гордость, и восхищение, и боль, и глубокая признательность за светлый майский победный день. Хочу сказать о том, что в тысячелетней истории нашей страны только 300 лет были мирными. 700 лет где-нибудь шла война, мы защищали свое Отечество. Вот из этих 300 лет мирного времени, отведенного нашей стране, 70 с лишним лет принадлежат этой великой победе. И после этого у нас таких серьезных конфликтов не было. Поэтому мы понимаем, что победа была очень важной, великой и необходимой не только для нашей страны, но и для всей планеты. На торжественном митинге всех присутствующих поздравил участник Великой Отечественной войны Иван Иванович Фролов. В этом году ему исполняется 100 лет. Иван Иванович дошел до Берлина и видел все страдания и ужасы фашизма. А потому сознанием дела заявил: радуйтесь каждому наступившему дню. Очень мне трудно вспоминать это. Прошагал я от Сибири, был в лыжной бригаде, был сформированы 2 бригады лыжных, сибиряков, уральцев. Больше никого не призывали. Сформировали и отправили на фронт. Но мы на фронт не попали. Тогда шел Сталинградский бои, Сталинград. Сказать вам, не знаю, вы поверите, нет. Напиться в сталинградской воде невозможно было, на кровь. Красная от крови. Кровью была. Вот как. Перенесли люди, выстояли. Вот вам, как говорится, будущее вы все поколения. Будьте справедливыми, не забывайте, дружите. Растут рябы, клен зеленый стрезной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Воспитанники детской школы искусств подарили гостям военные песни и танцы. Далее минута молчания, дань памяти и уважения всем людям, отдавшим своей жизни за то, чтобы сегодня у нас над головой было мирное небо. После состоялось возложение цветов к памятнику героя Советского Союза Александра Матросова, который пал смертью храбрых в феврале 43-го. В 19 лет он не побоялся погибнуть и закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта. Почтить память героя и возложить цветы к его памятнику смогли все желающие. Среди них были депутаты Совета городского округа, руководители организаций и предприятий, почетные горожане. И, конечно, мы благодарны то, что все-таки мы выстояли, несмотря на голод, на холод, на все лишения, на такое тяжелое лихолетие. И наш народ непобедим. Это уже точно, это уже... Вот я своим, скоро мне будет 80 лет, и вот за эти 80 лет я уже точно убедилась, что наш народ непобедим. Спасибо дедам и отцам за победу. Наш общий долг – помнить о погибших на полях сражений, не оставлять ныне живущих ветеранов без заботы и внимания. Их жизнь – нравственный ориентир для молодежи, для всех поколений жителей нашей страны. Лиана Кириллова, Гуль Хамитов, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.